Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Минем исемем Светлана. Мин бүген шушы матур спектакльдә беренче тапкыр һәм бөтенләй бирелеп карадым. Бу спектакль бик тирән һәм күп уй-фикергә батырды мине. Мин бик шатмын килгәнем өчен һәм бик илһамландым карап. Һәм күп калган тамашачыларга, кем күрмәгән, нәк карауыгызны телим, чөнки бу театр ул һәрбер кешенең йөрәген ача һәм күп уй-фикерләр бирә, булган сорауларга җаваплар бирә. Мин сезгә чын күңелдән шушы театрны карап, илһамланып, карап алырга тәкъдим итәм. Я была на спектакле «Дервиш». Это моноспектакль Раиля Садриева. Мне очень понравилось. Очень интересная подача. И я рада, что здесь на этом спектакле много молодых людей, которые ценят и развивают татарскую культуру в мегаполисе. Еще хочу сказать большое спасибо штабу «Татар», потому что благодаря штабу молодежь общается, знакомится, обсуждает насущные вопросы. По профессиям бывают тематические вечера, собираются доктора, юристы и представители различных профессий. Я тоже неоднократно бывала в штабе. Замечательный радужный прием, гостеприимный, то есть попадаешь как будто к родным, в семью. Отличная атмосфера. В общем, большая благодарность Рустаму Фаизовичу и Гульнаре, потому что они тоже помогают поддерживать молодежи, традиции, культуру, общаться, знакомиться. И благодаря им, я знаю, уже создано много пар, уже семей. Так что бик зур рахмет. Приглашаю в штаб «Татар». Штаб «Татар» сез бик зур молодецлар, чөнки һәр вакыт актив катнашасыз һәрбер мероприятиеларда. Сезгә киләчәктә дә бердәм булып, актив катнашырга телим. Огромное спасибо Раилю за доставленное просто удовольствие, потому что спектакль, который я посмотрела, это был, наверное, единственный такой спектакль, где я почувствовала, что я не сижу не в зале, смотрю, а я соединилась с артистом. Моя душа после этого спектакля превратилась в бриллиант. Из-за того, что вот эта мудрость, которая была передана Раилем зрителям, могла, наверное, сделать из моей души вот именно бриллиант. Потому что именно притчи, какие-то вот эти вот рассказы, они человека очищают его душу. Причем этот спектакль, он построен на двух эпохах, современной и древней. Они не противоречат. И они не находятся в антагонизме друг друга, а наоборот, параллели выстраивают. Это гармония. Да, точно. Это вот зажечь людей, не бояться идти навстречу трудностям, которые на пути, а наоборот идти на этот вызов, чтобы судьба давала тебе больше возможностей найти шанс, да. И его никогда, этот шанс, самое главное, не упустить. И те знаки, которые в жизни бывают, правильно их понять и не закрывать глаза на них. И вот когда ты им идешь на эти знаки, тебе судьба еще больше открывает больше возможностей. Такой спектакль очень теплый, очень проникновенный в сердце каждого человека. Я думаю, каждого зрителя нашел отклик. И каждый из нас что-то такое новое в себе нашел, вот эту капельку любви, которую он готов отдать всему миру. И все мы составляем, как в спектакле тоже было сказано, что мы все составляем океан, каждый из нас. Я думаю, что вот эти спектакли вот такого плана нужно показывать молодежи, чтобы говорить им о нравственных ценностях, о том, что важно в душе иметь чистое, светлое, иметь связь с Богом. Именно Бог дает вот именно счастье человеку, да? И каждый должен пройти этот путь к Богу по нравственному пути.
Огромное спасибо Раилю за доставленное удовольствие и за вот это очищение души, которое произошло после просмотра этого спектакля. Хочу выразить огромную благодарность организаторам за то, что благодаря таким мероприятиям, спектаклям, каким-то музыкальным мероприятиям молодежь и подрастающее поколение действительно сохраняет традиции, потому что это и язык, это и культура, традиции, и народные танцы, и спектакли исторические. Это очень важно. И действительно, вот Бекзор Ахмед за то, что молодежь можно приобщать посредством таких мероприятий к культуре и традициям.